поликлинике, входящей в комплекс 7-й больницы, общая утренняя температура кажется стабильной. Волн по посещению не наблюдается. Скорее, это река, берега, которые ограничены только часами приема. Врачей побольше надо. Я хожу, конечно, постоянно, довольно. Пациентов разделяют на дальних подступах. Отдельные входы для здоровых и больных на вакцинацию и диспансеризацию. И при таком раскладе в день сюда приходит около 1000 человек. И это только к терапевтам. В какой из дней недели у вас руки устают больше всего? Ой, не спрашивайте про руки, пожалуйста. Ну, к концу недели, конечно же, руки устают. Насколько пополнятся ряды тех, кто ожидает своего времени приема, и сколько самих врачей останется в рабочем стою, ведь они тоже заболевают. Медики точных прогнозов не дают, готовятся к очередному отражению атаки. Широкомасштабное наступление омикрона уже началось. Мы считаем, что мы достигнем довольно высоких показателей буквально через неделю, может быть, полторы. Здесь система здравоохранения не опирается на потенциальное снижение заболеваемости и не надеяться на это. Мы работаем так, мы делаем нашу работу таким образом, чтобы быть готовым к максимальным загрузкам на продолжение довольно длительного времени. Боевыми единицами в прямом смысле в борьбе с эпидемией должны стать автомобили. 88 машин переданы врачам и фельдшерам поликлиник Казани. Всего же на республиканские деньги за год было закуплено 134 автомобиля. Они должны сделать помощь на дому более мобильной. С этой площади поедут на вызовы, потому что для нас в настоящее время, конечно, дорог каждый час. Главный итог второго ковидного года. Не только выстояли, но и нарастили мощь. Мобилизация медперсонала, открытие новых больниц и создание коек двойного назначения. Оперативное обучение врачей, работа с огромным массивом первичных данных в режиме реального времени. И все это при всесторонней поддержке правительства республики, федерального министерства позволило создать системе здравоохранения необходимый запас прочности. Среди главных побед – сдача в строй Центра детской онкологии и гематологии, собственное здание, новейшее оборудование, возможности поставить диагноз в течение короткого времени. Если раньше эти пациенты обследовались либо по месту жительства, да, либо, допустим, в других каких-то отделениях, то сейчас это делается в одном отделении. Из других регионов мы лечим пациентов с 2015 года. Но так как мы, в общем-то, больше работаем на нашу республику, конечно, наши детки были в приоритете. Сейчас мы скажем, в общем-то, мы практически не отказываем пациентам из других регионов, то есть мы понимаем, что мы можем их разместить, мы можем им дать соответствующую терапию, которую необходима данному этому пациенту. Новый лечебно-реабилитационный центр меньше года назад значился как приоритетный инвестпроект. 8 этажей, расчет на 137 пациентов с поражениями нервной системы, костно-мышечной ткани и с постковидом. Новость, прозвучавшая уже на коллегии, в Казани будет построен городской перинатальный центр. И будет он опять же на территории уже сложившегося городка 7-й больницы. Самое главное, не здание, не оборудование. Без этого тоже мы ничего не можем, но все это мы можем купить. Все это мы можем построить, купить, но найти людей, которые готовы работать не только в Казани и в других наших населенных пунктах, городах. Вот это главная задача и республиканской власти, ну и муниципальной власти. Если этот год объявлен в республике годом цифровизации и в Минздраве говорят о проекте создания электронной медкарты пациента, собранной в одном месте, то врачи рапортуют даже не о готовности, а о внедрении новых технологий. На всякий пожарный бумажные карты пациента все еще хранятся на полках, но система электронных карт, которые позволяют делать быстрый ответ на запрос о состоянии пациента, уже давно трудовые будни. Как и телемедицина, на прием теперь можно прийти не в кабинет, а в мобильное приложение, и это тоже ответ на вызовы пандемии. Можно общаться с любым врачом по записи, значит, с любым специалистом, не только с участковым терапевтом. Одной из поставленных задач стала диспансеризация населения. Плановый профилактический осмотр, о котором в пандемию большинство и подзабыло, но в поликлиниках говорят, приходить не только можно, но и нужно. И это та ситуация, когда не пациент ждет, а его ждут. У нас проводится диспансеризация населения. С 1 июля
Значит, введена углубленная диспансеризация населения, ежедневная. Все праздничные дни и выходные дни мы работаем, профилактическое отделение работает. Выход на новый уровень оказания врачебной помощи. И это касается не столько медицинских технологий, здесь во многом будущее уже стало настоящим, а скорее решение проблем взаимоотношений между врачами и пациентами стало одним из докладов. Тренд на улучшение коммуникации врач-пациент. Решение проблем первичного звена в общей системе здравоохранения выходит на первый план, ведь основной удар новой волны придется именно на нее. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, 7 дней.